Да. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые школьные знатоки Республики Коми. Наконец-то мы сможем подвести итоги чемпионата 2019-2020 года. Мы планировали, как вы все отлично знаете, провести финал в Усинске в марте. Но так вышло, что финал очный не состоится, и решением правления лиги было принято мнение, утверждено мнение, что финал должен пройти в онлайн-режиме. Безусловно, мы могли подвести итоги финала, что называется, статус-кво по отборочным играм, но поскольку это, наверное, не очень правильно, точнее, мы посчитали это совершенно неправильным и неверным, чтобы не дать возможность командным финалистам выяснить в очной отдельной игре вопрос, кто из вас самый умный и кто из вас заслуживает золотой медали. Вот, собственно, мы поэтому и встречаемся с вами здесь, на портале YouTube, на БНК, точнее на YouTube, да, на портале БНК. В который раз именно на этом портале у нас проходит онлайн-игра. Уже мы сыграли и медиатур, и отдельный тур чемпионата Республики Коми для взрослых команд, и, соответственно, отдельный онлайн-турнир, первый онлайн-тур Кубка Республики Коми, поскольку играть хочется, а пока, в общем, непонятно, когда мы еще в следующий раз вместе соберемся. Итак, сегодня вам предстоит ответить на 48 вопросов, 4 тура по 12 вопросов. У каждого из вас, у каждой команды есть свой голосовой канал на сервере Дискорда. Они находятся под контролем. Юрий Брежнев и Александр Амельченко, именно эти два человека будут за вами следить, и поэтому, если они будут появляться в голосовых каналах, ничего они, конечно же, вам не скажут, но они вас просто будут слушать. Так что имейте в виду этот момент, это обстоятельство. В группе лиги выложены формы, экстренная форма, на которую можно писать, если у вас какие-то возникают вопросы. Вот, собственно, буквально за 5 минут до начала эфира мы получили сообщение от команды Макумба о том, что они не получили Google формы для ответов. Уважаемая команда Макумба, вот буквально я только что отправил на ту электронную почту, которую вы оставили при регистрации, таблицу с ссылками на Google формы ответов, и ими можно воспользоваться. Да, вы были в рассылке, но не знаю, почему вы это не получили. На самом деле, наверное, не так принципиально это важно. Важно, чтобы сейчас у вас это было. Поэтому, так, для обратной связи, пожалуйста, вот, спасибо, команда Макумба написала, что проблем больше нет. Я как раз хотел попросить еще раз в экстренную форму написать, что у вас происходит. Кроме того, можно писать и в комментарии группы. В принципе, мы, организаторы, их просматриваем. После третьего тура таблица, которая выложена в группе лиги, будет закрыта для просмотра. И результаты ваших ответов можно будет уточнить у Алексея Карпова. В инструкции указано, кто этот человек и куда нужно писать. Познакомлю вас с составом редакторов тура и с другими людьми, которые заинтересованы в том, чтобы игра прошла хорошо. Вопросы были написаны в основном игроками, ну и отредактированы, игроками команды Brain. Прежде всего это Алексей Рогачев и Алексей Карпов. Кроме того, мы использовали вопросы нашего друга и коллеги из Калининградской области Руфата Иманова, который долгое время занимается школьным «Что, где, когда» и очень неплохой тренер по «Что, где, когда», тренер призеров чемпионата России. Кроме этого, в организации турнира принимало участие правление лиги, кроме Алексея Карпова и Алексея Рогачева, это Юрий Брежнев и Василий Смирнов.
В апелляционном жюри турнира у нас 3 человека, все они из Республики Коми, все они представляют взрослые команды наших знатоков. И, как мы предполагаем, они вам так или иначе могут быть известны. Итак, в составе апелляционного жюри Наталья Филимонова, она представляет команду «Женская логика». В общем, Наталья, она несколько раз уже стала чемпионом Республики Коми по «Что, где, когда» и также является призером многократным по этой игре. Вячеслав Вереитин – это второй член апелляционного жюри. В свое время он несколько раз выигрывал школьный чемпионат Республики Коми и, будучи в 11 классе, был капитаном команды «Два оттенка радуги», которая не только выиграла чемпионат республики школьный, но и взрослый чемпионат республики, опередив все остальные взрослые команды. Наталья это знает, потому что именно тогда Наташа заняла 2-е место и потом очень долго расстраивалась, наверное. И третьим членом апелляционного жюри у нас является Александр Амельченко. Он представляет команду «Ва-банк» из Ухты. Команда «Ва-банк» пусть пока и не добивалась серьезных медальных результатов на республиканском уровне, но она у нас лидер, призер и победитель Ухтинских игр, и в целом команда «Ва-банк» на сегодняшний момент времени является лидером отборочных игр, которые проходят сегодня в республике чемпионата 2020 года. Итак, что у нас сейчас? 3 секунды. По поводу открытия таблицы. Значит, мы откроем таблицу, возможно, просто перезальем форму в группу, так что без паники открыть турнирную таблицу мы вам покажем. Итак, давайте начнем игру. Первый тур. Первый тур, первый вопрос. Редактор тура Руфат Иманов из Калининграда. Первый вопрос. Начнем сначала. Современный анекдот утверждает, что в школе его дети из параллельных классов никогда не делали это. Какое слово мы заменили словами «делать это»? Время. Десять секунд. Я рекомендую командам уже сдавать ответы, потому что технические сложности могут возникнуть, и, к сожалению, мы на них никак не повлияем. Время вышло. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло, форма для сдачи ответа закрыта. Давайте посмотрим на ответ на первый вопрос. Правильный ответ – пересекались. Как известно, параллельные прямые никогда не пересекаются, а школа – это школа Эвклида. Тем более, что мы начали сначала, это первый вопрос, и, как известно, у Эвклида есть такой труд по геометрии, который так и называется «Начало». Второй вопрос первого тура. Сергей Лукьяненко считает их идеальными потребителями. Они не стареют, гламурны и ведут исключительно паразитический образ жизни. Помимо наиболее популярного объекта их интереса, они могут охотиться за силой,
энергией и жизнью жертвы. Назовите их. Время. Десять секунд. Время. Сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Давайте узнаем ответ на второй вопрос. Они, которые охотятся за жизнью, и у них есть очень большой интерес к крови, это вампиры. Зачет упыри вурдалаки. Сергей Лукьяненко, известный автор цикла произведений про ночной и дневной дозор, где вампиры участвуют самым непосредственным образом. Вопрос номер 3. Статья, посвященная коварной и жестокой Марии Тарновской, называется «Такая она». «Такая она» пользуется большой популярностью среди польских патриотов. Назовите такую ее двумя словами. Время. Время 10 секунд. Время вышло. Сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Формы сданы. Мы их сейчас проверяем, и давайте узнаем ответ на третий вопрос игры. Правильный ответ – кровавая Мэри. После вопроса про вампиров такой вопрос, в общем, довольно логично, можно сказать, вытекает. То, что польские патриоты предпочитают этот известный коктейль, просто связано с тем, что он имеет два цвета, цвета национального польского флага. Вопрос номер 4. По одной из версий, ее название возникло от украинского выражения «не тыкаться». Она один из символов гражданской войны. Назовите ее. Время.
10 секунд. Время вышло. Сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Итак, давайте посмотрим на ответ на четвертый вопрос. Не тыкаться – это как бы или не тыкаться, отсюда происходит такое понятие, как нетычанка. Немножечко переработанная, она стала тачанкой. Тачанка – один из символов гражданской войны. По одной из версий ее придумал Нестор Махно, довольно известный украинский деятель гражданской войны, который воевал и за белых, и за красных. У него было мало пулеметов, поэтому он предпочитал их перевозить таким вот нехитрым способом, перемещая их с одной точки фронта на другую. Переходим к следующему, пятому вопросу. При исполнении этого древнего циркового трюка подавляется естественный рефлекс глотания. Предмет трюка входит в название жанра испанской комедии нравов. Назовите этот предмет словом итальянского происхождения. Время. Десять секунд. Время вышло. Мы ответы ваши уже давно принимаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Правильный ответ на вопрос номер 5. Это шпага. Шпагоглотание – это довольно старое цирковое развлечение. И для того, чтобы протолкнуть шпагу как можно глубже внутрь организма, шпагоглотатели специально принимали анестезирующие вещества, а также тренировались останавливать глотательный эффект для того, чтобы не повредить стенки пищевода. Шпага – это слово итальянского происхождения. Утверждают, что наиболее одаренные шпагоглотатели могут таким образом засунуть внутрь предмет до 60-70 сантиметров длиной. Шестой вопрос. В романе Юрия Кагинова Сталин, беседуя с французским гостем, говорит о молодых женщинах, близко подобравшихся к руководителям партии, чтобы убить их. При этом Сталин упоминает ее. Назовите политического деятеля, сраженного ею в последней четверти XVIII века. Время.
Время вышло, сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время закончено, формы мы приняли. Давайте посмотрим ответ на 6-й вопрос. Сталин так говорил про Шарлотту Корде, которая убила одного из деятелей Великой французской буржуазной революции Жана Поля Марата. Зачет по фамилии Марат. Возможно, Сталин при этом вспоминал про покушение на Ленина, возможно, и про другие политические террористические акты. Кто знает. Но он говорил про то, что эти Корде подбираются к нашим лидерам. Следующий вопрос, вопрос номер 7. Глава книги о преступлениях с недвижимостью называется «Однокомнатный X в тихом микрорайоне». По-польски X – гробовец. Назовите X словом польского происхождения. Время. Десять секунд. Время вышло. Мы принимаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ответы сданы, форма закрылась. Правильный ответ на этот вопрос. Вопрос номер 7. Это слово «склеп». Однокомнатный склеп в тихом микрорайоне. Такая маленькая квартирка, где совершаются преступления. Преступления в сфере недвижимости, связанные с убийством владельцев квартир. Склеп и гробовец в данном случае слова польского происхождения, и они довольно синонимичные. Скажем, склеп можно назвать гробовец. Если у вас есть знакомый поляк, можете ему об этом сказать. Вопрос номер 8. У героев фильма «Стеклянное сердце» замедленная речь, нескоординированные движения и взгляды поверх камеры. Для данного эффекта режиссер использовал его. Он не может быть применен никому против воли. Назовите его одним словом греческого происхождения. Время.
Время вышло. Задаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время закончено, бланки сданы. Правильный ответ на 8-й вопрос. Нельзя применять человеку без его воли гипноз. Под гипнозом люди ведут себя довольно нескоординированно, и их взгляд довольно не сосредоточен. Вопрос номер 9. Софию Ротару почитал весь СССР. В начале 90-х годов прошлого века родилась шутка, что в ней обсуждался вопрос, как будем делить Ротару. Ей посвятили песню популярные советские певцы. Назовите ее 2 словами. Время. Десять секунд. Время вышло. Сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бланки больше не принимаются. Вопрос в большей степени, наверное, на знание советской истории. Посмотрим, насколько вы хорошо разбираетесь и в советской истории, и в советской эстрадной песне. Правильный ответ на вопрос номер 9. Это Беловежская пуща. Певцы — это песняры, белорусский ансамбль певцов. Собственно, Беловежская пуща — это их песня. Ну, а совещание, решение Беловежской пущи о прекращении действия Советского Союза, так или иначе, там, да, Беловежские соглашения, довольно хорошо известно нам из курса отечественной истории. Вопрос номер 10. По легенде, поезд, на котором везли череп его, ныне появляется то в Италии, то на Украине. Или в Украине, если вам так угодно. Свое последнее творение он доверил стихии. Назовите его. Время. Десять секунд. Время вышло. Сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ответы больше не принимаются.
Давайте узнаем ответ на вопрос. Это Николай Васильевич Гоголь, который долго прожил в Италии. Италию считал второй родиной. Италия и Украина – две его, по сути, родные страны. С его, так сказать, с его слов. Да? Последнее творение он доверил стихии, а именно огню. Следующий вопрос, вопрос номер 11. Статья о том, как цензура удаляла из советских комедий целые сцены и эпизоды, озаглавлена «Не смешные они». В сочетании с именем они образуют название произведения 1990 года. Назовите их одним словом. Время. Десять секунд. Время вышло. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Обратный отсчет закончен. Формы сданы. Давайте узнаем ответ на этот предпоследний вопрос первого тура. После 12-го вопроса будет перерыв на 10 минут. Можете обсудить все ваши удачи и неудачи. Итак, ответ на 11-й вопрос – это руки-ножницы. Не смешные руки-ножницы, так сказать, цензоры, которые вырезали из фильма различные кадры. Фильм «Эдвард Руки-ножницы» довольно неплохо известен. Следующий вопрос, 12-й вопрос, последний вопрос первого тура. Во время пребывания в Скандинавии Спартаку встретился полный человек, работавший на крыше. Как его звали? Время. Десять секунд. Время вышло. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мы приняли ваши ответы. Давайте узнаем ответ на последний вопрос.
Предлагаю я, как будто мы его не узнаем. Звали его Карлсон, как известного героя, который живет на крыше. Собственно, он там примерно и находился. Это Спартак Мишулин, актер, советский актер театра и кино. Он, когда был на гастролях в Стокгольме, специально пошел посмотреть на тот дом, где, согласно произведению, жил знаменитый Карлсон. Мужчина в самом расцвете сил. Тем более, что Спартак Мишулин в этом был лично заинтересован. Он довольно часто играл этого персонажа в детских спектаклях. И там встретил человека, который, по сути, являлся аналогом нашего дворника. То есть он так жил в небольшой комнатушке там на чердаке. Вот, и следил за домом. И звали его Карлсон. Довольно распространенная шведская фамилия. Итак, первый тур завершен. Ваши результаты вы можете увидеть в таблице. Если вы считаете, что вам какие-то ответы не зачли, пишите нам, чтобы мы пересмотрели ваши результаты. Встретимся через 10 минут.
И снова здравствуйте. Первый тур прошел. По таблице у нас борьба-борьба. Пока, согласно двум нашим возрастным категориям, по группе Ш первое место делят аж 3 команды. Ну, строго говоря, это первое-третье место. Это команды 3P пополам из Сыктывкара, Ультиматим из Сыктывкара и Блау из Ухты. Все набрали по 9 баллов. 8 баллов имеют свободные радикалы, 7 баллов КПД, 5 баллов Красный Октябрь и там так дальше. По группе М первое место, собственно, оно же и второе заодно делят две команды. Команда 40 из Вуктыла и Тучки из Ухты. По 9 баллов у обеих команд. Тигрята Разума на третьем месте, 8 баллов. Там же на третьем месте Дело в шляпе из Печоры с 8 баллами. И Хихи-ха-ха девочки из Сыктывкара тоже 8 баллов имеют. В общем, там в группе мы прям замес не по-детски. Итак, надеюсь, что все собрались у своих телефонов или у компьютеров.
Все там попили чай, сделали себе бутерброд. Давайте начнем игру, точнее продолжим игру. Второй тур. Редактор второго тура — это Алексей Карпов из Сыктывкара. Итак, 13-й вопрос. Алехандро Гомес в интервью признался, что на поле всегда ориентируются на него. Он располагается лучше всех и всегда открыт. Кто он? Время. Время вышло. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давайте узнаем ответ на 13-й вопрос. Алехандро Гомес футболист, и он признался, что выбирать место на поле наиболее удобное ему помогает футбольный судья. Футбольный судья, все это зачет, естественно. 14-й вопрос игры. Перед матчем Эвертона с польской командой Лескот попросил партнеров опекать 11-го номера гостей. Тот был настолько плох, что партнеры спросили, почему соперника требуется так опекать. Лескот ответил, что тот был хорош пропуск. Восстановите пропуск из двух слов, одно из которых аббревиатура. Время. Десять секунд. Время вышло. Задаем ответы. Мы принимаем ваши формы. Который раз прошу вас, если у вас есть ответы, вы прям точно думаете, что он правильный, не затягивать со сдачей и сдавать раньше. Так вы точно избежите технических проблем. Но, с другой стороны, возможно, вы не сможете успеть придумать лучшую версию. Так что все равно это на ваше усмотрение остается. Правильный ответ на 14 вопрос. Давайте посмотрим. Это
в FIFA, зачет в PES. Лескот играл за этого игрока в игру. И в этой игре он обладал очень хорошими данными. Так что он попросил партнеров его специально опекать. Мы понимаем, что различать FIFA и Pro Evolution Soccer вы, естественно, можете этого и не делать, и кто его знает, где он там играет, поэтому мы принимаем оба ответа как верные: в FIFA или в PES. Это все аббревиатуры. 15-й вопрос. Многие считают, что найденное в 1974 году Люси такое оно. Каким является оно в названии передачи, вернувшейся на экраны в 2020 году? Время. Десять секунд. Время вышло. Мы ваши бланки принимаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Правильный ответ на 15-й вопрос – это слабое. Зачет слабым. Такое оно – это пропущенное звено. Имеется в виду пропущенное звено эволюции или потерянное звено. В 2020 году на экраны вернулась передача, которая называется «Слабое звено». Переходим к следующему, 16-му вопросу. Обобщив данные науки того периода, Ричард Оуэн в 1841 году придумал новое слово. Фильм, в названии которого есть это слово, сопровождался слоганом «Самое увлекательное телевизионное шоу последних 200 миллионов лет». Через минуту напишите его, это слово. Время. Время вышло. Сдаем ваши ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Правильный ответ на вопрос номер 16 – это динозавр. Ричард Оуэн – это автор слова «динозавр». В середине 19 века, обобщив данные на тот момент всех наук, той науки, палеонтологии, которыми он владел, Оуэн придумал это слово. Ну, собственно, дальше это слово стало распространенным и всем хорошо известным. 17 вопрос. Японца Кумамона, работающего в японской префектуре Кумамото, хотели сделать участником эстафеты Олимпийского огня. Организаторы отказали, сославшись на то, что Кумамон не X. Какое слово мы заменили на X? Время. Десять секунд. Время вышло. Задавайте формы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Правильный ответ на 17 вопрос. Этот самый Кумамон из префектуры Кумамото оказался роботом, то есть не человеком. Правильный ответ – человек. Организаторы эстафеты Олимпийского огня посчитали неправильным давать факел Олимпийского огня кому бы то ни было, кроме представителей Homo sapiens sapiens. Все-таки Олимпийские игры – это типа для людей, вот, а не для машин. Следующий вопрос, вопрос номер 18. Среди клиентов Шарля Анри Сансона были Людовик XVI, Мария Антуанетта и Максимилиан Робеспьер. Назовите профессию Сансона. Время. Десять секунд. Время вышло. Задаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Формы сданы.
они проверяются. Правильный ответ на вопрос номер 18 следующий. Это палач, этот самый Шарль-Анри Сансон, отрубил головы последовательно Людовику XVI, Марии Антуанетте и потом Максимилиану Робеспьеру. Какая у него замечательная работа была, да? Было о чем в старости детям рассказать. 19-й вопрос. На гербе Романовых, созданном в середине 19 века, центральной фигурой является он. В одной игре он является существом третьего уровня. Какие буквы мы дважды пропустили в этом вопросе? Время. Десять секунд. Время. Сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давайте узнаем ответ на этот вопрос, 19-й. Центральной фигурой этого герба был грифон, поэтому мы пропустили два раза 4 буквы. Это буквы гриф. Грифон — это существо третьего уровня в компьютерной игре Heroes of Might and Magic. И она одновременно является, точнее не она, а он, грифон, является одновременно довольно распространенной гербовой фигурой. 20-й вопрос. В битве при Сан-Хасинто мексиканская армия оказалась отрезанной от основных сил. Несмотря на тяжелое положение, генерал Санта-Анна приказал устроить ее, за время которой техасцы окружили противника. Назовите ее словом испанского происхождения. Время. Десять секунд. Время вышло. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Правильный ответ на вопрос номер 21, точнее на 20 вопрос, извините, это сиеста. В, скажем так, испаноязычном мире, к коему относится и Мексика, сиеста, отдых, ну и в принципе в жарких странах, да, отдых в полуденный зной считается традиционным видом деятельности, если так можно сказать. Поэтому отказаться от этого полуденного сна, отдыха, от сиесты даже во время войны генерал не смог, за что и поплатился поражением. Следующий вопрос, вопрос номер 21. Король Яков хотел решить конфликт Пфальца и Испании мирным путем. Недаром в то время ходила шутка об огромной армии, которую соберет Пфальц. Король Дании даст 1000 селедок, голландцы 10 000 головок сыра, а Англия 100 000 их. Кого их? Время. Десять секунд. Время вышло. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мы закончили принимать ваши бланки. Правильный ответ на 21 вопрос. Ну, Англия не сильно хотела вмешиваться во все эти военные конфликты, как и это водится для Великобритании, поэтому она сказала, что предоставит 100 000 послов за счет дипломатов, парламентеров или иные какие-то синонимичные понятия, которые вы могли придумать. В любом случае, там символ в том, или, ну, скажем так, смысл этой ситуации в том, что Англия не хотела вмешиваться в войну и хотела просто предоставить людей, которые бы ее отмазали. Следующий вопрос, вопрос номер 22. По преданию, в 340 году до нашей эры штурм македонцами этого города сорвался, так как наступление не удалось скрыть из-за луны и звезд. Впрочем, спустя почти 17 веков не спасли даже они. Назовите этот город. Время. Десять секунд.
Время. Сдаем ваши формы, если вы их еще не сдали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Правильный ответ на 22 вопрос. Константинополь. Зачет Царьград, Стамбул. Константинополь в 15 веке был захвачен турками-османами. И даже луна и звезды, которые были на мечетях и других зданиях этого города, никак не помогли удержаться от осады турок. Православный Константинополь стал мусульманским Стамбулом. Следующий вопрос, вопрос номер 23. В произведении 1989 года мальчики являются 30-ми. Какое слово мы заменили на 30-ми? Время. Десять секунд. Время вышло. Сдаем ваши формы, мы их принимаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Формы сданы. Давайте посмотрим на правильный ответ на 23 вопрос. Эти мальчики являлись цинковыми. Это произведение посвящено афганской войне, которая проходила в это время. 30 – это порядковый номер цинк в таблице Менделеева. Цинковые мальчики – это расхожее название убитых солдат, которых привозят на родину в цинковых гробах. Следующий вопрос, вопрос номер 24. Последний вопрос второго тура. Во время одной из клановых разборок Кэмпбеллы и Драмонды обложили церковь, в которой засели противники, хворостом и дровами, и подожгли ее. Чтобы заглушить крики умирающих, был использован звук альф. Согласно Фасмеру, ее название происходит от украинского исторического региона. Назовите альфу. Время. Десять секунд. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сдаем ответы. Мы их приняли. Правильный ответ на 24-й вопрос. Альфа – это волынка. Речь идет о событиях, которые проходили на Британских островах, так что волынка вполне себе там присутствует. Звук у нее довольно неприятный, поэтому своим звуком она может заглушить что угодно, а не только звуки умирающих людей. Уважаемые команды, я напомню вам, что в этом онлайн-формате у нас не предусмотрена перестрелка. Мы решили, что вы достойны в случае равенства мест золотых, серебряных или бронзовых медалей в равной степени. Так что если две команды займут какое-либо призовое место, то мы обеим командам пришлем или каким-то образом передадим их комплект медалей. Ну а пока второй тур завершен, у вас перерыв на 10 минут.
И снова здравствуйте. Половина турнира сыграна. 24 вопроса мы сыграли, вы на них ответили. Всего на один вопрос ни одна команда не дала правильного ответа. Это очень приятно, что на 24 вопроса всего один оказался гробовым. Даже с учетом только зачетных команд. У нас в таблице есть команда Леха Розанов или Розанов из Ухты, которая АК Леха Панин. Это взрослая команда, она играет вне зачета. И даже если мы не будем учитывать ее результаты, все равно гроб остается всего один. Это приятно. У нас очень серьезная борьба. Вы следите за таблицей, я надеюсь. Вам же интересно. На текущий момент времени по группе Ш лидирует команда 3P пополам. С 17 баллами, 16 баллов имеет команда Ultima Team. Команда Blau имеет 15 баллов. Дальше 14 баллов у Красного Октября, 13 у Свободных Радикалов, команды КПД. Ну и дальше уже другие команды начинаются. Но по группе М самая прям серьезная борьба. 4 команды имеют равное количество баллов, 15, и по факту это команды, которые занимают с 1 по 4 место. Так что если бы мы сейчас закончили наш турнир, у нас команды Blau, извините, команда 40, Звук тыла Тучки из Ухты, Дело в шляпе из Печоры и Хихихаха девочки из Сыктывкара. Вот все вчетвером стали бы чемпионами Республики Коми, а серебряные медали бы ушли командам Тигрята Разума, Фрустрация в 13 лет, это 14 баллов, и с 12 баллами бронзу бы взяли команды ГЗык и номер 1. То есть фактически большая часть команд в группе М ушли бы с медалями. Хотелось бы, чтобы так и закончилось, чтобы все прям ушли с медалями, но соревнования есть соревнования, тут, скорее всего, так не получится. С другой стороны, если так получится, что команд призеров будет много, нам не жалко, мы медали пришлем всем. Надеюсь, все успели немножко отдохнуть и подтянуться к вашим гаджетам, ноутбукам и телефонам. Мы продолжаем трансляцию, третий тур финала. Редактор третьего тура Рогачев Алексей из Сыктывкара. 25-й вопрос. Разработчик программного обеспечения Алексей Стамахин назвал снег значимым персонажем в этом фильме, поэтому на нем было сконцентрировано особое внимание. Назовите этот анимационный фильм 2013 года. Время. Десять секунд. Время. Сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Правильный ответ на вопрос номер 25. Этот фильм «Холодное сердце». Насколько я знаю, именно для этого фильма, для того, чтобы его создать, были написаны специальные алгоритмы для того, чтобы зарендерить различные виды снега, и там действительно их существует какое-то невероятное количество, по крайней мере, для уровня анимации 2013 года. 26-й вопрос.
Первый относится к живописи и появился в 1915 году. Второй относится к телевидению и появился в 2007 году. Назовите первый или второй двумя словами на одну букву. Время. Десять секунд. Время. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Мы ваши ответы приняли. Давайте посмотрим на правильный ответ 26-го вопроса. Это красный квадрат. Ну, собственно говоря, в 1915 году Казимир Малевич написал одно из своих геометрических полотен, которое назвал «Красный квадрат». Ну, а в 2007 году появилась довольно известная телестудия «Красный квадрат», которая выпускала некоторое количество хороших телепередач на нашем телевидении. В общем, поскольку нужно было назвать два слова на одну букву, и, допустим, если вы придумали квадрат и предположили, что это именно он, дальше надо было подобрать какое-то слово на букву «К». Следующий вопрос, вопрос номер 27. Алан Болл всегда выделялся среди других игроков. После одного матча фирма-производитель спортивной экипировки получила тысячи заказов. Назовите двумя словами, которые начинаются на одну букву, отличительный элемент экипировки этого футболиста. Время. Десять секунд. Время. Сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Давайте узнаем правильный ответ на 27-й вопрос. Это белые бутсы. До Алана Болла все играли в обычных черных бутсах, а Алан Болл впервые вышел на поле в белых бутсах. И это так всем понравилось, что зрители стали заказывать у фирмы-производителя и болельщики данную экипировку. А потом и другие футболисты тоже перешли на цветную обувь. 28-й вопрос. Недавно Верховный суд Республики Коми признал экстремистской организацию «Союз славянских сил Руси». Члены организации считают,
что он до сих пор существует. Что именно существует? Время. Десять секунд. Время. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Мы ваши ответы приняли. Давайте узнаем ответ на этот вопрос. Это вопрос, в общем, по большому счету, на школу. То есть ответ прямо в тексте вопроса существует. Итак, правильный ответ на 28-й вопрос. СССР, по мнению этой организации, до сих пор существует. Союз славянских сил Руси сокращается до аббревиатуры СССР. Эти ребята, напоминаю, эта организация признана экстремистской, я должен об этом сказать. Эти ребята считают, что Российская Федерация не существует и что паспорта Советского Союза до сих пор легитимны. Следующий вопрос, вопрос номер 29. Рассуждая о том, что Всемирная организация здравоохранения ничего не предпринимает после аварии на АЭС Фукусима-1, Андреас Цумах использует выражение, на слух не отличающееся от фразеологизма. Напишите его. Время. Десять секунд. Время. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Давайте узнаем ответ на 29-й вопрос. А ВОЗ и ныне там. ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения. Итак, мы тут в экстренную форму получили проблему у команды Тигрята Разума. Они пишут, что у них не уходят ответы. Что мы можем предложить в качестве альтернативы?
Попробуйте посмотреть, насколько это действительно корректно или некорректно, то есть попробуйте еще раз это сделать. Допустим, если у вас это не получится, хотя если у вас ответы не уходят, то это значит, что, скорее всего, вы отправляете их позже, потому что мы закрываем формы вручную, и после того, как они закрываются, эти формы, действительно ответ отправить уже невозможно. В качестве альтернативы попробуйте писать ваши ответы, но только не в экстренную форму, потому что мы не сможем таким образом понять, насколько это по времени происходит корректно. Вот, я могу что-нибудь еще поговорить для того, чтобы сигнал можно было проверить. И, пожалуйста, напишите, насколько меня слышно или насколько меня не слышно. Уважаемые друзья, в силу некоторых обстоятельств мы сделаем следующим образом. Сейчас мы ненадолго с вами попрощаемся, точнее сделаем небольшой перерыв, но
in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
Надеюсь, технические проблемы не повторятся. Мы снова в эфире. Мы продолжаем с 30-го вопроса. Я дам немножко времени для того, чтобы вы, услышав звуки трансляции, вернулись обратно к мониторам и к вашим телефонам. Ну или там каким-то образом просигнализируйте, что нужно возвращаться. Все, перерыв закончен. Итак, мы продолжаем третий тур с 30-го вопроса. Поехали. «Моя мама на 50 лет моложе меня», пошутил 76-летний Питер Моррис. Таких как Бетти Моррис называют такими людьми. Какими такими? Время. Время вышло. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мы приняли ваши формы ответов. Правильный ответ на 30-й вопрос. Високосными людьми называют таких людей, которые родились 29 февраля. То есть формально Бетти Моррис, безусловно, пожилая женщина, а с другой стороны, дней рождений у нее было гораздо меньше, чем у ее сына. Поэтому с этой точки зрения она существенно младше. Следующий вопрос, вопрос номер 31. Когда советский футболист Александр Заваров перешел играть в Ювентус, команда, помимо прочего, подарила киевскому «Динамо» 3 автомобиля. Назовите марку автомобилей. Время. Десять секунд. Время вышло. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Правильный ответ на вопрос номер 31.
Эта марка называется Fiat. Ювентус – это туринская команда. Именно в Турине находится штаб-квартира этой американской корпорации, итальянской корпорации. И очень долго именно данная автомобильная корпорация, компания была спонсором главной или одной из главных, кому как, туринской команды Ювентус. Следующий вопрос, вопрос номер 32. По статистике, Париж является самым популярным местом для этого в Инстаграм. В 2013 году это стало словом года, по мнению Оксфордского словаря. Назовите это. Время. Десять секунд. Время. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Давайте узнаем правильный ответ на 32 вопрос. Это селфи. Именно селфи в Париже стало, точнее, Париж стал самым популярным местом для того, чтобы сделать селфи в Инстаграм. По геолокации, по геопозициям вычислили, что именно там делалось наибольшее количество подобных фотографий. Следующий вопрос, вопрос номер 33. В Париже много садов и парков. Неудивительно, что на крышах высоких зданий можно встретить иксы. В июле прошлого года из 3 таких иксов, несмотря на сомнения в успешном итоге, было собрано 66 килограммов. Чего? Время. Десять секунд. Время. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Давайте узнаем правильный ответ на 33-й вопрос. Это мед.
На крышах высоких домов с 19-18 века часто ставились ульи. Они, собственно, и сегодня иногда встречаются на крышах уже современных высоких домов. Летом прошлого года произошел печальный пожар Нотр-Дам-де-Пари. И 3 улья на крыше этого собора пострадали. Как это ни странно, точнее, к счастью, ульи пчелиные сохранились, рой пчелиный тоже сохранился, и осенью того года смотрители, работники собора смогли достать из этих ульев 66 килограммов меда. Следующий вопрос. Вопрос номер 34. Одна компания предложила печатать их из смеси известняка и золы. На одном рисунке 2019 года пожарный поет ее водой. Назовите ее. Время. Десять секунд. Время 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло, мы ваши формы собрали. Давайте посмотрим ответ на этот 34-й вопрос. Она – это горгулья. Мы продолжаем тему пожара в Нотр-Даме. Одна из компаний предложила печатать горгулей, которые пострадали во время пожара, буквально на 3D-принтере, используя в качестве материала известняк и золу. Горгульи пострадали от пожара, поэтому пожарный поет их водой. Дополнительный юмор заключается в том, что горгульи использовались как водоотводы. 35-й вопрос. Институт русского языка назвал словами 2019 года 2 слова на одну букву. И первый, и второй могут вспыхнуть. Назовите эти слова. Время. Время. Сдаем бланки ответов. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Время вышло. Давайте узнаем правильный ответ на 35-й вопрос. В 2019 году эти два слова были очень популярными. Это слова «пожар» и «протест». Лесные пожары в Москве и протесты в разных частях нашей страны. И то, и другое тоже может вспыхнуть. Мы продолжаем тему пожаров, горения и всего такого. Следующий вопрос, 36-й, последний вопрос третьего тура. Физик Арнольд Зоммерфельд номинировался на Нобелевскую премию более 80 раз, но так ее и не получил. Статья, рассказывающая об этом, упоминает Гейзенберга, Паули, Полинга и еще 4 нобелевских лауреатов, иксов Зоммерфельда. Какое слово мы заменили на иксы? Время. Время вышло. Мы принимаем ваши бланки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бланки сданы. Правильный ответ на 36-й вопрос – это студенты. Зачет – ученики. Все эти замечательные люди, нобелевские лауреаты, все были студентами, учились у Арнольда Зоммерфельда, ну и, соответственно, считаются его учениками. Все они стали нобелевскими лауреатами, а Арнольд Зоммерфельд не случилось у него. Дорогие друзья, сейчас будет перерыв. Покороче, мы сделаем перерыв на 5 минут, так что буквально никуда не уходите, пожалуйста, в силу того, что у нас уже был перерыв в середине тура. Вот мы таким образом решили это сделать. Не будем сильно затягивать нашу игру. Также напоминаю, что после третьего тура мы закроем таблицу. В начале 4-го тура для доступа не нужно стучаться, не нужно просить доступ, мы вам все равно это не скажем. Но у Алексея Карпова всегда можно уточнить, какие ответы зачли после тура, а какие не зачли. На текущий момент времени буквально сейчас я подожду несколько секунд. На текущий момент времени результаты у нас такие. Первое место по группе Ш занимают 3 команды. Собственно, вот как бы на текущий момент они считаются промежуточными лидерами. Это 3 пи пополам, Ultima Team и Blau. Команда Красный Октябрь и КПД отстают на 1 балл и имеют 24 балла. Команда «Свободные радикалы» формально сейчас занимает 3-е место с 20 баллами, претендует на бронзовые медали. В группе М мы видим следующую картину. Лидерами являются команды «Дело в шляпе» и «Тучки». Они имеют по 23 балла в активе. Хихихаха девочки набрали 22 балла. И с 21 баллом на 3-м месте находится команда 40 и номер 1. Уважаемые команды, перед тем, как мы уйдем на перерыв, я попрошу вас
о следующем. Вы отлично знаете, что ваше обсуждение, оно мониторится. Мы не случайно просим команды, которые играют в одном помещении, предоставить нам аудиозаписи, которые мы прослушаем после завершения игры, поэтому итоги мы подведем завтра. После эфира мы не скажем, кто занял какое место. Все результаты мы подведем, рассмотрим все апелляции и опубликуем завтра. У меня к вам просьба, она же предупреждение. Иногда наши наблюдатели слышат стук клавиатуры во время обсуждения. Друзья мои, фактически клавиатура вам совершенно не нужна. Поэтому давайте договоримся о следующем. Если наши наблюдатели будут сообщать про то, что они слышат стук клавиатуры, скажем так, довольно длинный, я понимаю, что вы отправляете ответы, это тоже нормальная история. Но если он будет их немножко, ну, скажем, настораживать, мне они сигнализируют, и мы по этому поводу будем принимать особое решение. Спасибо. Перерыв 5 минут.
Еще раз здравствуйте. Впереди 4-й решающий тур. Давайте соберемся. У нас борьба. Мы уже практически решили, что нам просто нужно будет докупить дополнительные комплекты медалей. Это приятно на самом деле. Кроме того, для каждой команды есть уже готовая сувенирная продукция. Мы сделали блокноты, мы сделали ручки, у нас есть значки. И сейчас мы активно ищем возможность для того, чтобы разослать эти памятные сувениры вам туда, где вы живете в текущий момент времени. 4-й тур нашего финала. 12 вопросов. Редакторы Алексей Рогачев и Алексей Карпов. Тур сборный. Двух авторов, двух редакторов. Поехали. 37-й вопрос. Алена Зезигова в своей статье предлагает разумно подойти к переработке отходов и предлагает пути утилизации мусора. Статья озаглавлена так же, как и принцип государственной власти, впервые примененный Гаем Юлием Цезарем. Напишите этот принцип из 3 слов. Время. Десять секунд. Время. Задаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Бланки мы приняли. Правильный ответ на вопрос номер 37. Этот принцип «разделяй и властвуй». Речь идет о раздельном сборе мусора. 38-й вопрос. Подчеркивая тезис о коллегиальном руководстве, Ленин писал, что государство – это X. X – название литературного произведения, написанного в 1920 году. Назовите X коротким словом. Время. Время. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп.
Бланки сданы. Давайте посмотрим на правильный ответ 38-го вопроса. Государство – это мы, говорил Ленин, подчеркивая коллегиальное руководство. В 1920 году вышло произведение Замятина, которое называется «Мы». Фраза «государство – это мы» является некой аллюзией на другую фразу «государство – это я». Но Ленин так не думал, он считал, что вместе мы сила. Следующий вопрос, вопрос номер 39. Википедия утверждает, что на ее сайте нет и никогда не было ее. По мнению критиков, ее много в фильмах Тимура Бекмамбетова. Назовите ее. Время. Десять секунд. Время. Сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Формы сданы. Правильный ответ на вопрос номер 39. Это реклама. Тимур Бекмамбетов известен тем, что он пихает рекламу во все свои фильмы в совершенно потрясающем количестве. Следующий вопрос, вопрос номер 40. В вопросе есть замены. Для того, чтобы упростить строительство избушек, охотники часто использовали их. Для какого заглавного героя они стали аналогом календаря? Время. Десять секунд. Время. Сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Ответы больше не принимаются. Правильный ответ на вопрос номер 40 – Робинзон Крузо. Они – это зарубки, засечки. Таким образом, можно было построить дом, избу в одном месте, потом пронумеровать бревна и сложить эту избу, разобрать и сложить эту избу в другом месте. Робинзон Крузо использовал засечки как аналог календаря. Следующий вопрос, 41. В одном из экспериментов
Он играл на пианино для червей, чтобы изучить воздействие на них звука и вибрации. После чего в 1881 году вышла в свет его книга о происхождении перегноя. Назовите его. Время. Десять секунд. Время. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Бланки мы приняли. Правильный ответ на 41 вопрос – это Чарльз Дарвин. Известный ученый, который много чего в природе изучал, в том числе и червей. 42 вопрос. Вот этот самый Дарвин умер в 1882 году в Иксе. Джон Икс за 20 лет до этого впервые описал синдром, названный в его честь. Какое четырехбуквенное слово мы заменили на X? Время. Время 10 секунд. Время вышло. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Формы сданы, мы их больше не принимаем. Правильный ответ на 30, извините, на 42 вопрос. Это Даун. Дарвин умер в Дауне, ну, собственно, Даун – название города. Джон Даун описал синдром, фактически ставший синдромом имени его. 43 вопрос. Однажды Геннадий Падалко пошутил, что у него была инструкция поведения при встрече с ними. Назовите их. Время.
10 секунд. Время. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Правильный ответ на 43-й вопрос. Инопланетяне. Геннадий Падалко – это летчик-космонавт СССР. И несмотря на то, что в нашей стране был атеизм и материализм, все равно у Геннадия Падалки на всякий случай была инструкция по встрече с инопланетянами. Мало ли. Следующий вопрос. Вопрос 44. До появления современных материалов профессионалы использовали смолу, скипидар, парафин, шеллак и воск. Скандинавские жители даже использовали сало. Назовите парный инвентарь, для которого это предназначалось. Время. Десять секунд. Время вышло. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Формы сданы, мы их больше не принимаем. Правильный ответ на 44-й вопрос – это лыжи. Вполне естественно. Смазывали всем подряд. 45-й вопрос. В вопросе есть замена. Формально это полуостров. До Первой мировой войны жить там было очень тяжело. Людям приходилось бороться с сумерками. Но после войны территорию засадили деревьями. Назовите эту территорию двумя словами, которые начинаются на одну букву. Время. Десять секунд. Время вышло. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мы приняли ваши бланки.
правильный ответ на 45-й вопрос – это Куршская коса. До того момента, пока территорию не засадили деревьями, большая проблема для жителей Куршской косы были дюны. Мы заменили слово «дюны» на «дюна» на слово «сумерки». Мы заменили название одного кинопроизведения на другое. После того, как берег был укреплен зелеными насаждениями, дюны, которые в том районе довольно активные, довольно большие и активные, они перемещаются в пространстве, перестали людям досаждать. Следующий вопрос, вопрос номер 46. Главный герой сериала «Молодой папа» начинает свою речь с приветствия. Чао X, чао Y. X и Y – русские анаграммы. Назовите X и Y. Время. Секунд. Время. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мы понимаем, что сейчас была техническая проблема. Мы вернем сейчас слайд на место. Узнаем ответ на этот вопрос. 48-й вопрос мы, естественно, заменим на другой. Так что никакой паники у вас быть не должно. Итак, давайте узнаем ответ на тот вопрос, который сейчас должен был быть. Сейчас мы заменим слайд и вернем слайд назад на тот вопрос, который только что был в эфире. Про молодого папу. Правильный ответ на вопрос номер 46. Итак, правильный ответ на вопрос номер 46 – это «Мир» и «Рим». Две русские анаграммы «Мир» и «Рим». 47-й вопрос. Польский фотограф и художница Анна Токарска создает портреты в стиле итальянского художника XVI века. Для этого ей используются не краски, она использует не краски, а их. Назовите сказку, герои которой они. Время.
Время. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мы приняли ваши формы. Давайте узнаем правильный ответ на 47-й вопрос. Это Чиполлино. Фотограф и художница Анна Токарская использует технику Джузеппе Арчимбольда. Создает портреты в стиле этого художника, выкладывая из овощей. Овощи – это герои сказки Чиполлино. Поскольку 48-й вопрос был в трансляции, мы его заменим. Поэтому я его прочитаю с экрана ноутбука. К сожалению, мы не можем технически показать текст вопроса на слайде, поэтому я постараюсь это сделать максимально четко, максимально не быстро. Итак, записывайте. В XIX веке их называли дансерки. Для получения льготной пенсии в России их стаж должен составить не менее 20 лет. Назовите их одним или двумя словами. Время. Десять секунд. Время. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мы приняли ваши ответы. Правильный ответ на этот запасной, но все-таки 48-й вопрос – балерины или артистки балета. Дансерки, соответственно, те, кто танцуют. Такой профессии, как танцовщица, у нас нет. Мы их называем балерины, поэтому правильный ответ – балерина или артистка балета. Они имеют право на пенсию через 20 лет трудового стажа. На текущий момент времени мы турнир завершили. Результаты турнира мы огласим завтра или ближе к вечеру, как у нас получится. Скорее всего, это будет завтра утром. В целом, я благодарен всем командам, которые приняли участие в этом турнире, несмотря на то, что он прошел онлайн, а дистанционное обучение и онлайн-обучение всех уже очень сильно утомило. Так что, господа, пишите апелляции. Если они у вас есть, мы их рассматриваем. Решение по апелляциям будет опубликовано вместе с результатами турнира. Уточняйте у Алексея ваши ответы по принципу «зачли, не зачли». До новых встреч!